Как показывает практика, чаще всего взятки предлагают судебным приставам и сотрудникам полиции. Это одна из распространенных форм коррупции. Говорят, в прокуратуре республики за текущий год надзорными органами выявлено более 8 тысяч нарушений в этой сфере. Нарушение таких требований закона, как непредставление сведений о своих доходах, укрытие приобретенных дорогостоящих транспортных средств, недвижимого имущества. Также распространены факты, когда в подчинении должностных лиц находятся их близкие родственники. Как мы знаем, это запрещено антикоррупционным законодательством. И также лица, осуществляющие одновременно и предпринимательскую деятельность, и находящиеся на государственной службе. Таких у нас было выявлено 47 фактов в 2015 году. Вопрос коррупции в республике стоит не так остро, как в других субъектах страны. Говорят, в прокуратуре работает межведомственная группа, в состав которой вошли руководители всех правоохранительных и контрольно-надзорных органов Чечни. По словам руководителя аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, за 2 года деятельности их ведомства поступило всего 15 обращений с жалобами. Всего лишь 15 письменных обращений за 2015 год. Это с некоторой стороны связано с ментальностью нашего народа, нежеланием жаловаться, отстаивать свои права на должном законодательном уровне, применять те инструменты, защиты их прав, которые сегодня им предоставляются законным путем. В рамках целевой программы по правовому просвещению предпринимателей сотрудниками ведомства проводились регулярные встречи в каждом районе. Приуроченной к вопросу защиты прав потребителей в прокуратуре республики прошла коллегия. Шарпудей Абдулкадыров отметил, что после восстановления конституционного порядка в республике в разумные сроки созданы все условия для свободного предпринимательства. В частности, преодолен психологический фактор, связанный с тотальным недоверием к органам власти. На основе действующих федеральных законов сформирована региональная правовая база. Создан и функционирует институт уполномоченного по правам предпринимателей. На постоянной основе осуществляется эффективный прокурорский надзор по устранению барьеров для развития предпринимательства. Только в 2015 году органами прокуратуры выявлено свыше 4000 нарушений законов, по которым вынесено более 2500 актов прокурорского реагирования. Инициировано привлечение к различным видам ответственности 1100 лиц, отмена 800 незаконных нормативных правовых актов. Вместе с тем имеются проблемы, связанные с мнимыми предпринимателями, которые регистрируются для получения государственной финансовой поддержки. При этом органы государственного контроля и надзора предпочитают умалчивать об этих фактах. В этой связи сегодня я дал поручение об активизации прокурорских мероприятий, по результатам которых в адрес главы республики будет направлена достоверная информация о состоянии законности в данной сфере правоотношений. При формировании ежегодного плана мероприятий на 2016 год органами прокуратуры отклонено свыше 50% мероприятий, предложенных контрольно-надзорными органами. Количество несогласованных ходатайств о неплановом проведении проверок составило 72%, рассказывает прокурор республики. В регионе зарегистрировано более 26 тысяч индивидуальных предпринимателей. Чтобы желающие смогли беспрепятственно начать свой бизнес по поручению главы республики, ведется целенаправленная работа по устранению административных барьеров для развития предпринимательства и обеспечения прозрачности деятельности контрольно-надзорных органов. В этой связи в одном из своих обращений глава отметил: на сегодняшний день Чеченская Республика – это уверенно развивающийся регион в Российской Федерации. Заработала промышленность, хорошие результаты в сельском хозяйстве. Экономический показатель в регионе вырос. Выросли инвестиции, товарооборот на уровне субъектов, в которых никогда не было военных действий. Создаются холдинги, люди вкладывают огромные деньги. Они уже дают реальную отдачу. Мы имеем твердое намерение создать для малого бизнеса идеальные условия. Сделать так, чтобы в республике захотели работать не только местные предприниматели, но и из многих регионов. Для этого в республике имеются все необходимые условия. Создается благоприятный климат для ведения собственного дела. Всяческая поддержка развитию малого и среднего бизнеса была и остается одной из наших приоритетных задач. Это должны четко понимать и власти на местах. Главы муниципальных образований обязаны привлекать бизнесменов в свои города и районы, создавать для них все условия для деятельности, лишь бы они работали. Человек, открывший собственное дело, должен чувствовать себя защищенным, получать помощь от властей. Только так ситуация в этом направлении будет меняться в лучшую сторону семимильными шагами.
В предстоящем году прокуратура намерена усилить надзор за выявлением и пресечением коррупционных правонарушений, несущих повышенную общественную опасность. В особенности взяток. Также внимание будет акцентировано на целевом использовании бюджетных средств органами власти. Элина Дадаева, Хаважи Мунаев, Дауд Куруев. Новости.